13 февраля на 73-м году жизни скоропостижно скончался известный кыргызский журналист Идинов Нарымбек Аипович. В 1974 году с отличием завершил обучение на физическом факультете Кыргызского национального университета. Глубокие знания и научный подход к анализу стали отличительной чертой его будущей журналистской деятельности. В 1990 году основал в Москве независимую кыргызско- и русскоязычную газету «Мюрек», где в течение 2 лет исполнял обязанности главного редактора. В Москве издал газету «Мюрек» на двухязычные, на русском и на кыргызском языке. Я тоже учился в аспирантуре в Киеве, я проездом всегда встречался с ним, читал его газеты. Когда он вернулся из Чехии, здесь он многое сделал для журналистики, для вообще народа Кыргызстана. Активность его в журналистике – это очень высокая. С 1993 года его имя стало связано с радио «Свободная Европа. Свобода», пройдя путь от редактора до главного редактора в представительствах в Мюнхене и Праге. В 2008 году Нарын Аип вернулся в Бишкек и возглавил Кыргызское национальное информационное агентство «Кабар», а затем занимал должность главного редактора по политическим вопросам в общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики, на телеканалах НТС и в газете «Вечерний Бишкек». Я начала тесно работать с Нарын Агаем с 2019 года. Он профессионал своего дела, спокойный, интеллигентный и, самое главное, неконфликтный. Я всегда советовалась с ним по разным вопросам. Он внес большой вклад в кыргызскую журналистику. При жизни он не получил высоких наград, к сожалению. Нам его не будет хватать. Покойтесь с миром, Агай. Современники Нарына Аипа помнят его не просто журналистом, а настоящим интеллектуалом, патриотом своей страны, внесшим огромный вклад в развитие отечественной журналистики, в укрепление свободы слова и принципов демократии. Я считаю, что в лице Нарына Аипа кыргызская общественность потеряла одного из самых выдающихся журналистов. При этом, что интересно, он не был журналистом по образованию, но он был журналистом по призванию. И я думаю, тот опыт, который был у него, вряд ли, трудно будет найти хотя бы еще одного человека, который бы имел сопоставимый опыт. Достойный сын кыргызского народа. Он, я бы так сказал, всегда ногу со временем мыслил по-новому и очень философски относился к жизни. Где-то критиковал, где-то поддерживал, но в целом был он очень конструктивным человеком, светлым. У известного журналиста остались жена и 4 дочерей. Похоронили Нарына Аиповича в загородном селе Байтик. Ермек Куренкеев, Жакшылык Исаков, ЛТР Бишкек.